Проект Ольги Мангуш «Музей сокровища долины царей Тувы» выиграл в номинации «Страна-музей» из 62 претендентов. Проект конкурса «Музейный гид» направлен на музеификацию места раскопок знаменитого кургана Аржан-2. Там будут установлены информационные стенды об исследовании кургана и о долине царей Тувы. Проект будет реализован на территории Турана-Уюкской котловины, недалеко от Турана, в месте, где были обнаружены скифские сокровища. Проект может стать новым туристическим местом. Для того, чтобы человек, когда прибывает на территорию Республики Тыва, все-таки Пехимский кажун мы называем воротами в нашу республику с северной стороны, да, то мы можем сразу оказаться в долине царей. То есть по правую руку от федеральной трассы находится долина царей с этими очень красивыми и замечательными курганами. Проект Марианы Манданхарлу традиционного возделывания проса и его употребления, выигравший в номинации «Музейный десант», предполагает широкое научно-практическое обсуждение проблем традиционного земледелия на горностепных территориях Сибири в сочетании с культурно-просветительской деятельностью, демонстрацией музейного экспозиционно-выставочного проекта «Степь. Арена жизни кочевников». Этот проект будет реализован в 2017 году. Этот проект направлен на то, чтобы освещать нашу древнюю историю нашей страны, страны в целом, и показывая нашу страну через вот эти проекты, которые называются «Страна-музей». То есть страна-музей, вся страна, она может выступать как музей под открытым небом. То есть территория нашей страны очень разнообразна и очень интересна. Победа в конкурсе благотворительного фонда Потанина будет способствовать реализации основной миссии Национального музея, а именно сохранению культурного и природного наследия Тывы. К нашей радости мы прошли. То есть мы уже являемся и номинантами, и победителями. И в настоящий момент сейчас идет работа именно по научной части, по технической части. То есть победа в гранте – это еще не конец, это только начало очень большой работы. Эрес Мангуш, Буян Аюн, Илья Сапун, телекомпания «Новый век».